Здравствуйте, с вами вечерний обзор от Инвесткафе. Российские индексы продолжают падение. На 18:00 по московскому времени индекс МВБ торгуется у отметки в 1446,3 пунктов, снижаясь на 56%. Индекс РТС падает на 36% и находится у отметки в 1296 пунктов. В лидерах роста находятся бумаги АФК-системы, Магнит, Полюс, Золото. В лидерах падения ПИК, Роснефть и Аэрофлот. Европейские площадки находятся в красной зоне. Индекс DAX падает на 68%, а ФТС Е100 снижается на 28%. Основная валютная пара евро-доллар торгуется у отметки в 1,349, увеличиваясь на 0,08%. После значительных потерь на прошлой неделе евро остановил свое падение. Пара евро-рубль торгуется у отметки в 47 рублей 46 копеек, увеличиваясь на 0,24% в течение дня. Пара доллар-рубль торгуется у отметки в 35 рублей 16 копеек, прибавляя 13%. На прошлой неделе Банк России активно осуществлял интервенции, что несколько сдержало падение рубля. Стоимость черного золота с начала дня имеет тенденцию к снижению и находится у отметки в $105 за нефть марки Brent, теряя 37%. Несмотря на торможение падения национальной валюты, негативный фон продолжает давлеть над российским фондовым рынком. Это связано и со снижением стоимости нефти, и также негативной динамикой европейских торговых площадок во второй половине дня. Мы ожидаем, что рынок закроется в небольшом минусе относительно открытия. Индикатор настроения рынка Инвесткафе находится на нейтральном российском индексе и продолжает падение. С вами был эксперт от Инвесткафе Анастасия. Желаю всем хорошего вечера.